Вы сказали, что партия исламского возрождения Таджикистана переросла национальные рамки и, в принципе, может быть примером для подражания других аналогичных, возможных возникающих партий на постсоветском пространстве. И не только примером, но, как я понял, таким стержнем, вокруг которого можно бы вот некое объединение произойти. Если это так, то вы двигаетесь по этому пути, какие-то успехи есть у вас на этом поприще? Это первый вопрос. Второй вопрос. Правительственная пресса таджикская, много на вас ярлыков вешает. Один из них состоит в том, что якобы вы произнесли сентенцию, смысл которой состоит в том, что талибы могут быть фактором демократизации политических режимов Центральной Азии. Опять-таки вопрос, если это так, если вы так считаете, то не могли бы вы пояснить, каким образом это могло произойти? И третий вопрос. Вот оставим 90-е годы в покое. Меня вот очень занимает одна тема. Это вот кульбиты в курсе высшего таджикского руководства в отношении ислама. Начиная, скажем, с середины 2000-х уже годов, совсем недавно. Но я наблюдал, что Рахмон и его окружение, они стремятся, чуть ли не перетянуть одеяло на себя, предстать выразителями ислама. И делали это не очень, кстати, грамотно, выходя за рамки традиционной исламской религии. А сейчас, как вы правильно сказали, идет крен в другую сторону, то есть поворот, вот то, что вы называли там, запрет на носение хиджабов, там, на 18 лет посещать мечеть, там, женщин посещать мечеть, что вообще, вот, с моей точки зрения, самое такое вот, криминальное, потому что это тоже выходит за рамки нормального ислама. Вот чем вы объясняете вот такие вот резкие повороты в политике высшей власти Таджикистана? Согласиться с вами, что вы плохо разбираетесь в делах Таджикистана. Я вас читаю, и, на мой взгляд, вы один из самых сильных экспертов по проблемам Центральной Азии. Это хорошая тактика. Да, я сказал, что, это, кстати, я сказал во время нашего съезда, что наша партия уже переросла эти границы. Я имел в виду, то есть, да, я сказал, что мы должны уже перейти на новый уровень и выйти из-за рамки, вот национальной рамки, и работать за границей, имея в виду работу с нашими мигрантами. То есть сейчас около 40% наших избирателей находится за рубежом в целом. Вот если 1,5 миллиона населения, а у нас всего-навсего 3 миллиона 200 тысяч избирателей, а в России или в СНГ работают за границей у нас в основном от 18 до. То есть избиратели, это уже электорат. То есть почему бы нам не работать в этом направлении? И я когда мы посчитали, что у нас 42 тысячи активистов официальных в республике, в стране, это слишком много для маленького Таджикистана. Это может создать еще внутренние конфликты. Почему бы нам не вывести этот потенциал за границу, работая среди наших мигрантов? Кстати, я вначале, да, было очень много настороженности, но сейчас я понимаю, что и российская сторона, не все, конечно, но многие заинтересованы в том, чтобы с нашими мигрантами работала именно наша партия или другие силы, которые находятся в этой орбите умеренного ислама, а не нетрадиционные или запрещенные группы. Да, подпольные группы. Поэтому вот я имел в виду именно это. А потом, когда, да, я помню, что журналист задал вопрос в другом случае, что может быть этот пример вашей партии использован в других регионах, в том числе и в России. Я сказал, почему бы и нет. Можно, если России это нужно. Так что вот в этом плане было сказано. А что касается талибов, да, я сказал, что если Запад не смог демократизировать Центральную Азию, тратя на это огромные деньги, то талибы, возможно, бесплатно, без денег,
будут способствовать больше демократизации, не потому что они хотят демократию, а потому что, приходя к власти в Афганистане, они так или иначе заставят лидеров Центральной Азии дать больше свободу своим народам, чтобы не позволить населению симпатизировать талибам, потому что люди от отчаяния могут симпатизировать кому угодно. Чтобы дать больше свободу, они, возможно, дадут больше возможности народу, чтобы не допустить такой ситуации. Это я имел в виду, что приход или участие талибов во власти в Афганистане, оно могут способствовать развитию демократии в Центральной Азии.